Сначала они пробовали это в Ташкенте, в административном центре, так сказать, Туркестанского края, а затем это было перенесено, поскольку Ташкент не получили, перенесено было именно в Каркан, не в Бухару, не в Самарканд, не в Маргилан, там, или в какой-то Худжан, там, или Ош, а именно в Каркан, потому что историческая память подсказывала, что именно в этом месте была попытка создать вот такую, так сказать, полиэтническую государственность с точки зрения, так сказать, полиэтнической государственности вообще. Вот. И это как раз для киргизского кочевого сообщества был тот пограничный, так сказать, формат развития вот этой ответственности. Ну, известно, чем закончилась судьба этой карканской автономии, ее советская власть разогнала, часть людей была расстреляна, Мустафа Чухаев, он уехал в эмиграцию в Германию, и там умер в 1940 году, если я не ошибаюсь. Так вот, сегодня проблема формирования и формулирования ответственности, именно киргизской этнической ответственности, одна из самых важных задач. Как мы будем выстраивать, так сказать, пространство ответственности, институты ответственности, механизмы, основанные прежде всего на трех основных постулатах, так сказать, самоорганизации, самоуправления и саморазвития. Вот это сегодня является наиболее важной задачей. Ну, поскольку, так сказать, сегодняшний мой рассказ, он выходит за пределы того, чем я занимаюсь, вот, говоря о международном аспекте ответственности, мы должны сказать, что формальная передача бывшей советской юрисдикции, киргизской этнической юрисдикции, не сформированной юрисдикции, оно, конечно, вот эта не сформированная юрисдикция, которая является частью этой ответственности, она, конечно, является сегодня международно признанной. Но является ли она субъектной, это очень сложный вопрос, на который сегодня нет ответа. И вот формирование вот международной субъектности, ответственности, киргизской этнической ответственности является сегодня еще одной большой задачей, которой надо работать. Ну, если вы позволите, я на этом закончу свое сумбурное выступление. Если какие-то есть вопросы, я попробую на них ответить. Я так понимаю, что мой рассказ, он не столько вызывает одобрение, сколько много критики и вопросов. Вопросов нет в двух случаях, да? Все понятно или ничего не понятно? Закончили на очень большом слове, которое вы почти не объяснили. Что вообще саморазвитие, самоуправление и самоорганизация? Ну, это триединое, так сказать, его можно рассматривать с точки зрения определенной пространственности, а можно рассматривать как процесс. Я обычно к этому подхожу как к процессу, потому что если группа людей, не суть важно, как они себя именуют, коллективом, там, либо этносом, либо нацией, как угодно, если они не способны самоорганизовываться, если они не способны на, так сказать, основе самоорганизации самоуправляться, и иметь, так сказать, механизмы саморазвития, я думаю, что у этого коллектива людей нет будущего. Упрощая ситуацию, так сказать, примитивизируя людей, я думаю, что можно брать какое-то село, деревню, да, посмотреть, например, вот, есть ли в селе вот эти вот называемые основы для вот, самоорганизации, самоуправления. Это очень важный вопрос. Например, у наших соседей там ведь социальная организация, она не является стабильной, так сказать. Вот. И кочевники – это люди не компромиссы. Не компромиссы. Потому что компромисс в кочевом сообществе никогда не существовал, как политический механизм. Это отличает, например, от оседлых людей. Да? Например, махалля в таджикской, узбекской, так сказать,
социальной среде, это основа вообще социума как такового. Да? И там выстроены все эти схемы, они имеют и исторические корни, и современные, кстати, какие-то, ну, конечно, с какими-то определенными новшествами, но оно готово вот к этим проблемам самоорганизации, самоуправления. Ну, вот, с точки зрения саморазвития там есть определенные проблемы, достаточно большие. Если все-таки Магаля будет двигаться в правильном направлении, то возникнут и сами собой, кстати, механизмы саморазвития. Но пока это большой вопрос. Большой вопрос. Но в нашей среде вот это, конечно, очень сложная проблема. Очень сложная проблема. Искать, так сказать, какие-то... Мы же пытаемся выковырить все это из какой-то истории, а истории ничего нет. Понимаете, история-то нам ничего не оставила. И историческая память, как духовно-этический механизм, так сказать, выстраивания будущего, он практически отсутствует. Мы что-то с какими-то, не знаю, там, кусками там что-то помним, что-то знаем, но на самом деле книг мы за собой не оставили, что-то там какие-то, то, что есть, скажем, в оседлых народах, у нас ничего нет. Ведь на поверхности Земли конно-кочевые сообщества ничего не оставляют. Да? У меня вопрос. Вы сказали о том, что, в принципе, кыргызов где-то лет 100 назад почти спустили с лошади, по седлу мы начали заниматься интересами кочевниками. А потом вроде бы 100 лет не прошло, в принципе, мы еще не успели ко всему этому привыкнуть, мир изменился, появилась глобализация, появилась возможность для, в принципе, того, чтобы уехать за границу, в Америку, куда угодно, в Россию. То есть мы так и не стали, в принципе, оседлой такой сложившейся нацией. Вот. При этом мы уже не стали мы уже не такие кочевники, как мы были. Что сейчас, по вашему мнению, формируется? То есть, как? Может быть, у нас что-то другое, может быть, мы будем действительно какие-то кочевники через 100 лет, где мы будем просто взяли, уехали в Россию еще куда-нибудь, и при этом у нас не будет определенных вот этих классических элементов, которые есть, допустим, у оседлой нации. То есть, может быть, кыргызы, это не такая будет нация, как французы, да, к примеру, допустим, может быть, там что-то другое. Я не знаю, допустим, может быть, мы не будем привязаны к земле, я не знаю, может быть, какие-то другие тенденции, что ли? Ну, я скажу, что в том смысле, о чем вы говорите, киргизам, конечно, очень сильно повезло. Дело в том, что мы получили, вот, возврат ответственности произошел именно в тот момент, когда весь мир пришел в новые движения. Он пришел в какое движение, да? Произошло самые неприятные вещи для всего человечества. Это кризис глобальных идей, кризис религий. Сейчас практически ни одна религия не способна ответить на какие-то вопросы современности. Ну, вы знаете, да, что, по-моему, по статистике, не помню, как там, ежемесячно, может, ежегодно, 5 миллионов человек отлучается от церкви вообще, от любой, да? Это рассказы о том, что увеличится количество мусульман, это рассказы, так сказать, для людей несверующих. На самом деле количество уменьшается. Вот. Это кризис социально-экономических концепций. Социализм, как производная от капитализма, это был тот первый этап, когда начала разрушиться вообще вся система современной экономики. Ну, сейчас на ходу, как вы видите, то, что происходит в Европе, в Соединенных Штатах и так далее. Это ведь только начало, в общем, потому что поиск новых, так сказать, концепций экономики, он сейчас идет только в Китае, больше нигде. Ну, наверняка что-то будет происходить в Индии, но с учетом определенных, так сказать, негативных явлений, которые существуют в историческом плане в Индии, я думаю, что Индия обречена все-таки быть всегда развивающейся страной, развитой, вот, и так далее, и так далее. И в этом смысле, конечно, повезло нам в чем? Что вот эти все изменения, и мир пришел в это движение. Ведь обратите внимание, когда мы говорим с вами о кризисе института семьи в киргизской среде, мы не должны эту ситуацию, так сказать, абстрагировать от мировой, потому что институт семьи пришел в кризис везде. И в Африке, и в Европе, и в Северной Америке, и в Австралии, и везде, где угодно. Правда, так сказать, формы этого кризиса, содержание, так сказать, смысловые какие-то начинки, они немножко другие, но тем не менее это в кризисе. Вот будет ли найдена общая форма, так сказать, нового института семьи, пока непонятно. Я думаю, что этого не будет. Но тем не менее, так сказать, мы тоже можем как бы попасть в этот процесс и искать новые, так сказать, формы семейного бытия. Вот это очень важно.
Это очень важно. То есть мы должны осмысливать не только то, что происходит у нас, да, вот, но и попытаться понять, что происходит за пределами жизненного пространства Киргизии. Я имею в виду обитание не только географическое, но и многие другие пространственные, так сказать, субъекты. Это очень важно, так сказать. И тогда, конечно, я думаю, что с нами что-то произойдет. Но пока сказать точно, что произойдет, вообще с миром очень сложно. Потому что нация как таковая, да, вот то, о чем мы с вами говорим, там, нация строительства и так далее, это ведь тема, так сказать, для буржуазного общества, но буржуазия, так сказать, как класс, она начинает исчезать. Теперь буржуа, человек, имеющий деньги сегодня, это не обязательно буржуа. Это, конечно, все это исчезает. И что будет формироваться, какие, так сказать. Вот я, например, предвижу, что, с моей точки зрения, это возникновение интернет-религий, интернет-сообщества, они уже сейчас возникают, вот, сетевые, так сказать, сети, это социальные сети, это уже предтеча ко всему тому, что я говорю. Это и интернет-государство, вполне возможная вещь. Понимаете, виртуализация реальности, так сказать, это новое, и часть киргизской молодежи, а среди них есть очень талантливые люди, безусловно, так сказать, они уже инкорпорировали эту ситуацию. Вот. И вот другой вопрос, возьмут ли они на себя ответственность тащить остальных за собой? Вот это вопрос, на который нет ответа. На мой взгляд, ответственность, она всегда ограничена во времени. Это такая временная рамка. И если мы возьмем ответственность в современном мире, она оценивается, конечно, некоторыми инструментами, как выбор, да? Там, общественное мнение и так далее. Но если мы возьмем кочевой образ жизни, на мой взгляд, из вашего выступления, как сказать, имеет кочевой образ жизни законченный характер, и, может быть, этому способствовало, этому характеру, то, что ответственность в кочевом мире, она не оценивалась, она была очень зыбкая, она была в свободном пространстве. И, может быть, тут отсутствие таких инструментариев, оценить эту ответственность, привело к тому, что эта цивилизация как бы пришла к тому, что пришла как бы к упадку, к своему завершению. Считаете ли вы, что для ответственности нужны меры определенные, да, чтобы ее сподвигать, ее оценивать, ее, чтобы дальнейшее было развитие этой меры как ответственности? Единственное, я не согласен с вами, что кочевое сообщество оно было в упадке, потому что кочевое сообщество оно никогда не зарождалось, никогда не было в упадке. Оно как возникло, оно в таком вот горизонтальном положении двигалось. Понимаете, у него не было развития просто. Если бы, так сказать, не было бы движения, вот то, что я говорил, российского и китайского военно-политического пространства, и смыкания их в Центральной Азии, то это сообщество, оно так и существовало бы до сих пор, вот в том виде, в котором мы его знаем. Я просто могу, например, как бы сказать, аргументировать свой ответ тем, что посмотрите на музыкальные инструменты кочевых народов, и вы поймете, о чем я говорю. В отличие от оседлых народов, они не получили развития. Вот. То, о чем вы говорите, ответственность, кстати, понимаете, что значит свободный мир? Да? Дело в том, что если говорить о формировании идентичности, да, прежде всего идентичность, скажем так, на уровне этноса, то это не свободный мир. Парадокс заключается в том, что кочевники, опять же, я все время говорю кочевые сообщества, потому что как бы она мне очень нравится. Я всегда подчеркиваю, что мы отличаемся от туарегов там, или австралийских кочевников именно тем, что наш способ передвижения, мобильность, это все-таки характеристика. Она не характеризует туарегов или австралийских кочевников, мобильность. Вот. Дело в том, что парадокс заключается в том, что сконструированная родовая семья, вот, на этом заканчивалась модель идентичности. Понимаете? Дальше этого не удалось сдвинуться. А я хочу сказать о чем, что пространство идентификационное для, ну уж извините, я тоже киргиз, кстати, оно очень сужено. Я себя понимаю как киргиз,
Я своего отца понимаю как киргиз, своего брата, свою мать и так далее. Но дальше за этим я никого не понимаю как киргиз. Для меня это очень абстрактно. Если вы поездите по нашим регионам, ну, допустим, в 2007 году я объезжал нашу страну, был в разных регионах. Например, на юге я был на Алае, меня спросили, откуда я сказал, что я из Иссык-Куля, мне сказали, а, ты, говорит, калмык. Я говорю, а почему вы думаете, что я калмык? Ну, иссык-кульские говорят, они все такие, да. Я спрашиваю там дальше, я говорю, вот на армянском, а это, говорит, уйгуры. Все акун, это, говорит, оттуда. А здесь наоборот, правильно? Да? То есть это даже с той точки зрения, что этот девиз киргиз, да, его пытались, советская власть пыталась, так сказать, насильно инкорпорировать в голову. И этот девиз, он так и не инкорпорировался. Мы его вынуждали принять как этноним. Ну, приняли его как этноним, так сказать. А вот развитие этого не получилось. Как целостной картины. Поэтому в этом смысле, с точки зрения формирования идентичности, это не свободный мир. Она не может быть свободной. И так далее. И мне очень трудно сказать вообще, как бы сказать, как это будет дальше развиваться. Потому что я сейчас, например, вижу, что формирование идентичности идет несколько в другом, так сказать, в другой системе координат. Не обязательно речь идет о формулировании, так сказать, идеи киргизской идентичности. Это очень заметно сегодня. Да? Вопрос не очень ясен. Может быть, громче, я просто плохо слышу. Я говорю, мы сейчас говорим очень много об ответственности. Да. И на самом деле, взяли ли мы ее на себя или не взяли? Нет, с моей точки зрения, мы ее не смогли взять. Ну, понимаете, я еще раз повторю, нам этот чемодан дали в руки, но чемодан, ну, как бы сказать, избитый этот чемодан оказался без ручки, да? То есть мы его не можем поднять и не можем выбросить. Мы вот с этим грузом ходим. Но я вам скажу, что в принципе я верю в то, что в нашей стране вот, элита все равно будет формироваться каким-то образом. Она возьмет этот чемодан на себя. Я в это верю. Не знаю, когда это произойдет, потому что я, например, вижу это в Африке. Я ни в коей степени не хочу сравнивать историю Африки с историей какого-то сообщества. Разные истории, разные. Другое дело, что как бы есть очень большое сходство по многим параметрам. Вот. Но я вижу, что сегодня в Африке это происходит. И происходят очень серьезные вещи. На мой взгляд, каком-то, так сказать, какой-то ипостаси человеческого развития будущее за этим континентом, за Африкой. Это произойдет. Вот. Это произойдет не потому, что идет смена, так сказать, расового лидерства. Да? Я как в шутку говорю, там, что белые управляют, желтые работают, черные развлекают. Да? Вот. И этот калейдоскоп, он начинает там меняться. Да? Это происходит там, раз, может быть, 2000 лет, там, или 1000 лет, трудно сказать, периодичность какую-то показать. Но это происходит в Африке. Если вы будете в Африке, например, там, в той же Кении, там, или вот, допустим, в Гане, да, наиболее просвещенной африканской стране и так далее, вы заметите, что там очень серьезные изменения происходят. Они будут и здесь происходить здесь будут. Другое дело, что поиск должен быть интенсивный. То есть азимут понятен, так сказать, но поисковиков нет, людей не хватает. Поэтому я очень ценю, так сказать, призыв монголов, чтобы эти вот такие государства, как Монголия, Казахстан, Киргизия, ну и какие-то еще там, вот, они обычно приписывают туда Бурятию, Калмыкию, там, ну, у нас это можно как-то увязать Каракалпаков, да. То есть нужно какие-то проводить не политические собрания, да, а вот такого рода, вот, я бы сказал, изыскательские конференции. Все-таки мы где-то все очень похожи из одного, что называется, котла. Вот это, конечно, мне кажется, что можно найти тот режим, когда мы можем быть в состоянии поднять эту ответственность и взять на себя.
Потому что, еще раз повторю, что если мы не взяли эту ответственность на себя, главное, так сказать, если говорить о, как бы сказать, опять же, формируя, так сказать, идентичность, сойти, так сказать, на субъектную идентичность, то мы должны понять, что каждый житель Киргизии – это носитель суверенитета. Понимаете? И, конечно, ни в коей степени нельзя там одобрять слова Турсунбека Акуна, который кричал там, что каждый уезжающий – это предатель. Но я вам скажу, что каждый уезжающий это уносит кусок суверенитета. А в условиях Киргизии это очень большая потеря. Я достаточно резко, с большой критикой выступал против создания Госкомитета по миграции. Потому что я говорил, и потом это так получилось, что Госкомитет будет заниматься продажей киргизов за рубеж. Оно так и произошло, потому что быстро создали какие-то НПО, какие-то фирмы, которые там, так сказать, учили языку, потому что искали им работу. Это торговля людьми называется. А? Рабы? Ну, я бы не стал это квалифицировать таким образом. Ну, торговля людьми, она совершенно очевидна. Продают людей в Корею, в Казахстан, в Россию, в Толгу. Вот. Я объяснил, что мы взяли, так сказать, за как бы пример ситуацию в Индонезии. В Индонезии очень много людей тоже уезжает в Малайзию, еще куда-то, Сингапур, даже. Вы понимаете, что вы разновеликие величины берете. Дело в том, что Индонезия – это самая крупная страна вообще на том краю света. Это 200, по-моему, если не ошибаюсь, 210 миллионов человек. Убыль индонезийцев 20 миллионов – это большая потеря, но не такая существенная, как выезд 500 000 киргизов из Киргизии в Россию. Это в условиях демографического давления. Ведь мы же ощущаем это давление с трех сторон, да? Китайское, узбекское, таджикское. Настолько казахское, так сказать, угол освободен от демографического давления. Я ни в коей степени никого не обвиняю, ни китайцев, ни узбеков, ни таджиков. Они такие же люди, как и мы, тоже пытаются выжить в этих условиях. Но ситуация в том, что жизненное пространство идет сужение, но оно ведь в таком, как бы сказать, состоятельном смысле, оно ведь очень тяжелое. Потому что жизнь в условиях ПО – это самая, так сказать, как бы сказать, как бы болезненная, такая очень сложная форма жизни человека. И очевидно почему, да, не только потому, что там в горах трудно найти там, еду, там еще что-то. Сам способ перемещения очень сложный, вверх-вниз. Вот то, чем мы отличаемся, например, от наших казахских братьев, да, практически мы одни и те же люди, но мы отличаемся чем? Что мы вертикально ходящие люди, и горизонт мы видим вот такой. Они ходят по кругу, и горизонт видят ровный. Это нас отличает от них, например. Да? Поэтому, конечно, вот, для меня лично это важный вопрос. Важный вопрос. Я очень не хочу, чтобы люди уезжали отсюда. Я был бы очень рад, если бы сейчас российское правительство приняло какие-то антимиграционные законы и начало бы выгонять оттуда, возвращать. Я знаю, что никто не вернется, но тем не менее. Но для меня каждый киргиз, во всяком случае, это носитель этого суверенитета.